От прошедших ливневых дождей с градом пострадали не только дороги и частные дома, ущерб нанесен и сельхозкультурам. В сельском поселении Далаково, по предварительным подсчетам, осадками практически уничтожен урожай на площади более 3000 гектаров. Микаил Батыжев на 30 гектарах посадил озимую пшеницу и кукурузу. На большей части посевов собрать в этом году будет нечего, сетует аграрий. Аналогичная ситуация и на полях Багаудина Алиханова. Но здесь и площадь посадки больше, и кроме кукурузы и пшеницы пострадал также подсолнух и ячмень. Нанесен ущерб на сотни тысяч рублей. Точные цифры еще предстоит посчитать. Буквально за 20-30 минут жирный молдор за лятаж диyor, атеқы диyor, грунт диyor, айз диyor, лятаж от лятаж. Шабал босханыр диyor. Дал бачи диyor, сектиш башамдар босханыр. С аграриями, чьи посевы пострадали, пообщался министр сельского хозяйства и продовольствия Магомед Гагиев и его заместитель Ильяс Келигов. По итогам было принято решение, что необходимо создать комиссию, которая определит площадь гибели всходов и подсчитает финансовые затраты аграриев. Данный акт мы направим в Минсельхоз России для принятия решения о оказании финансовой помощи. Если сельхозтоваропроизводители имеют договора страхования, то финансовая помощь будет оказана страховой компанией. Так, если сельхозтоваропроизводители примут решение по пересеву данного земельного участка, то Минсельхоз окажет помощь в виде семян и субсидий. В результате града и дождя сильно пострадали посевы озимого ячменя, пшеницы, овса и кукурузы. В некоторых местах водой смыт плодородный слой чернозема, и аграриям придется задуматься о рекультивации почвы. На восстановление этих участков может уйти до 3 лет. Зерновые уже точно не поднимутся, кукуруза может еще под вопросом, но та площадь, те участки, которые были накрыты селью, дождевым потоком, их уже не вернуть. Это уже 100% гибель. Нет, они уже не пойдут ни на корма, ни на зерно, ни, тем более на урожай. По итогам выезда Магомед Гагиев поручил создать межведомственную комиссию, в ближайшее время выехать на поля и оценить ущерб, нанесенный хозяйствам. Муслим Ганиев, Абдулла Халухоев, Новости 24.